Автор Тимур Силацин, член Комитета национального спасения Руси. Когда свершилась Октябрьская революция, и Ленин сформулировал концепцию диктатуры пролетариата, и когда на 11-м съезде партии был введен новая должность генерального секретаря, то партия большевиков должна была избрать генсеком самого большого диктатора, воспитанный им. И это был Сталин. Партия большевиков сделал точный выбор. И Сталин всю свою жизнь честно служил идеям большевизма. Невероятные репрессии сталинские обрушились. Сталинские репрессии обрушились на целые народы. Были уничтожены самые лучшие умы и силы целых народов. Были перекроены границы среди существующих народов на их землях и попраны их чаяния и их справедливые права на свои земли. Именно так. Еще раз огромное спасибо Бисултанову Хожи Ахмеду. Мы не должны забывать, что именно этот человек и никто другой в Чечне организовал кампанию. Только именно он. 99% стоит за Бисултаном, 1% за всеми остальными. И никому не дозволено сейчас утверждать, что я сделал больше, что это я организовал. Это было организовано именно Бисултановым Хожи Ахмедом и его братьями. Потому что сейчас появилось очень много людей, которые утверждают, что якобы это я сделал, Аллах его ждут. Но все. Они-то знают всю правду. То есть получается, что эти люди вбивают клин между нами. Никогда нельзя забывать, кто тебе сделал дело. Он тебя согласованный платит, он тебя, он тем более стремит. Надеюсь, что вы меня правильно поймете. Не обидитесь. Но я хочу сказать, я был сейчас на грани того, чтобы заявить протест, положить мандат и уйти. Но не в оскорблении ингушского народа, а в знак протеста против поведения президиума. Буду хорошо. Вы не заметили, может быть, но меня сегодня почти полдня оскорбляли с этой трибуны. Я не заслужил этого. Я хочу вам дать информацию по выступлению Бацуева. Я просто хотел дать информацию, ничего не говорить здесь больше. За что вы меня довели до этого состояния? За что вы позволяли президиуме вот здесь оскорблять меня? Вот правильно же Сергей Межидович сказал. Бесчестие страшно. Меня здесь бесчестили. Я хочу сказать, когда здесь выступил грузинский товарищ по поводу его выступления. Товарищи, ни одного грузинского товарища, или не товарищ, как хотите, я на этот съезд не приглашал, я не имел морального права. Все, которые здесь выступали и сидели в президиуме, приглашены этими товарищами.
Сунули даже. Поймите, что происходит. Это самое выступление Беслана Костова. Он как-то уматывал, ты когда вылечишь, что придешь оправдываться Богу, не смотреть, сразу надо дать возможность. Беслан Костов постоянно выступает и говорит, ингушский народ, в отличие от чеченского народа, выслан без указа Бога, кто-то хорошо переводите на язык, что чуть ли не мы чеченцы, высланы на каком-то основании. Не надо так говорить, во-первых, это противоречит историческим фактам.